Сегодня 4-й день моего путешествия. Я только что позавтракал шанишками с картошкой. Вот сейчас я выдвигаюсь в сторону Киясова, и какую-то часть пути я буду без связи, потому что сейчас через пару километров я буду входить в республику Татарстан, в Агрыз. Вот, планирую сегодня пройти порядка 25 километров и заночевать в районе деревни Атабаева. Ты довольный, счастливый, с кучей впечатлений о Малой Пурге, о доброте этих людей, местных жителей, которые здесь живут. Я совершенно не ожидал такого теплого приема, как меня встретили, проводили. Просто я заново открыл для себя Малую Пургу и 100% обязательно сюда еще вернусь. Вот. Ну, всем спасибо. Удачи и вам, и мне. Сейчас я нахожусь в республике Татарстан, и тут выходной и большая движуха. Тут сегодня базарный день. Я раньше работал в Агрызе как-то недолго, совершенно там, по-моему, 2-3 месяца мы ставили пластиковые окна с Альбертом. Вот, и поэтому город я знаю. Ну, раз уж я в Агрызе, я не могу вам не показать этот прекрасный чистый город, который останется в моей памяти навсегда, потому что у меня здесь есть и друзья, мой здание Дворца культуры. Все, вышел из Агрыза, вот последние дома, дальше уже все. Чисто вот такая грунтовая дорога. Я подхожу к реке Иш, и здесь кругом дубы, вообще прекрасная дубовая роща. Дятел где-то там долбит. Смотрите, какой я мост встретил через реку Иш. Вышел я в какой-то населенный пункт, но большинство зданий заброшено. Здравствуйте! До Атабаева дорогу не подскажете? Левый берег называется деревня. Вот, но она уже практически не жилая, там осталось 3 семьи. Дороги к ним нет, магазина у них нет, скорая к ним не ездит. По лесной дороге тут, ну вот, чтобы вы представляли примерно. В этих диких лесах Татарстана меня комары просто одолели. Остановиться невозможно. Я не знаю, видно или не видно на камере, какая туча меня преследует комаров. Вообще жесть. Вырвался из этого комариного ада. Я дошел до деревни Атабаева. Бобры нифига отчаянные ребята. Такое дерево хотели вальнуть, но потом забросили. Со всех сторон, главное, его обгрызли уже, смотрите. Вот это моя рука, чтобы вы понимали масштаб. Какие мощные сооружения строят. Похоже, это что-то свежее тут. Трава зеленая лежит на их плотине. А я сомневался в их мощи. Смотрите, они тут какое дерево. Причем 2 даже. Вот, смотрите, моя нога. И вот с этой стороны. Огроменные. Расскажу вам, по какому принципу я вообще выбираю места для стоянки. Я выбираю так, чтобы утром на мою палатку падало солнышко, чтобы я мог погреться. И вот здесь очень удачное место. Холмики. Отличный вид здесь открывается.